Новый год в своей квартире в жилом комплексе «Солнечный город», Казань, 222 55 00. Как самочувствие? Сейчас Габдельбар готовится к выписке. Просил лицо не показывать, фамилию не называть. Не хочет, чтобы знакомые увидели его в таком состоянии. О том, что у него опухоль прямой кишки, узнал после диспансеризации. Химиотерапия, уже потом операция. Сейчас вроде все нормально, чувствую себя хорошо. В чем причина колоректального рака, то есть опухоли кишки, врачи сказать затрудняются. Но спасти пациента можно, если выявить заболевание при ранней диагностике. По словам специалистов, не нужно ждать симптомов, чтобы обратиться в больницу. Есть очень ранние признаки заболевания. Их можно обнаружить с помощью тестов. Вот эти тесты включены в программу диспансеризации взрослого населения. Операция в прямом эфире от ведущих хирургов страны для врачей Татарстана и не только. Они используют уникальные методы. Несколько часов и опухоль удалена. Вполне операбельная была ситуация, не последняя стадия заболевания, поэтому основной метод лечения хирургический. Если, так сказать, все случится хорошо, она уже в течение суток встанет, начнет питаться и в течение 4-5 дней может быть выписана. Сегодня, чтобы провести операцию по удалению опухоли кишечника, не обязательно делать большой разрез. Достаточно минимального вмешательства. Это и предусматривают малоинвазивные технологии. С помощью специального оборудования вся процедура выводится прямо на экран. Так тканям пациента наносится минимальная травма, снижается и период реабилитации. Лечение должно быть не только своевременным, но и доступным, потому средств на реабилитацию из бюджета страны в этом году направили в разы больше. Об этом в июне сообщил Владимир Путин. Могу сказать, что особенно по онкологии там значительное увеличение. Мы в 2 раза увеличили финансирование закупок препаратов по онкологии. Ну вот, скажем, для химиотерапии 80 миллиардов было, сейчас 150. В прошлом году в республике рак толстой кишки занял 2-е место в числе онкозаболеваний. Татарстан будет уделять особое внимание как лечению, так и ранней диагностике. Об этом сообщил Рустам Минниханов. Вопросы онкологии очень серьезные. И крупные вот эти центры оснастить самым современным. Но опять-таки, самое главное – профилактики и выявлять все эти проблемы в начальной стадии. Есть и простые способы обезопасить себя. Начать с правильного питания и физических нагрузок. Но забывать про колоноскопию и обследование, говорят врачи, все же не стоит. Зарина Ахметова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.